Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. В Инте прошло заседание Совета округа. Депутаты внесли изменения в бюджет города на сумму 66,5 миллионов рублей. Где сделать ремонт или установить спортивную площадку? Какое купить оборудование или национальный костюм? Интинцы активно участвуют в проекте «Народный бюджет». Интинские медики приглашают горожан на вакцинацию от коронавируса. Сделать прививку можно не только в поликлинике, но и на рабочем месте. В рамках реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды в Республике Коми идет активная подготовка к голосованию за выбор объектов благоустройства в 2022 году. Голосование пройдет по всей стране с 26 апреля по 30 мая. Интинцы также могут принять участие в голосовании на единой онлайн-платформе 11.городсреда.ру. В прошлом году в Инте в рамках данной федеральной программы были благоустроены две дворовые территории по адресу Мира 39 и Дзержинского 25. Проведено асфальтирование тротуаров по улице Мира, и здесь же заменено уличное освещение. Интинцы сами выбирают территорию, которая должна преобразиться. Раньше это делалось с помощью онлайн-голосования в социальных сетях, а также размещения урн и бланков для голосования в общественных местах. Теперь же процедура выбора объекта для дальнейшего благоустройства стала совершенно другой. В России в этом году был запущен проект «Единая онлайн-платформа для голосования по подбору территорий для благоустройства». В Республике Коми она будет проходить на сайте 11.городсреда.ру. Платформа станет всероссийским порталом с информацией о благоустройстве во всех муниципальных образованиях страны. На сайте будет собран перечень территорий к благоустройству в конкретном городе и регионе. Голосование по ним во всех субъектах пройдет в течение 1 месяца. С 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года. Полученные результаты помогут сформировать адресный перечень территорий на следующий год. Запуск всероссийской платформы позволит сделать благоустройство более открытым. На платформе можно будет посмотреть результаты голосования по любому объекту, найти его на карте, узнать о статусе исполнения работ. Голосование устроено максимально просто. Регистрация доступна через госуслуги, различные соцсети. Также можно пройти идентификацию через иные сервисы. Кроме того, проголосовать помогут волонтеры, которые будут информировать граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение. Также через добровольцев можно будет зарегистрироваться на платформе по номеру телефона. В Инте в списке для голосования по благоустройству территории на 2022 год будет представлено 15 различных общественных пространств, находящихся в самых разных уголках города. Постановлением администрации МГУ-Инта внесены изменения в перечень общественных территорий. Он дополнен общественной территорией по предложению жителя города, участок проезда дороги от дома номер 30 по улице Мира до здания улица Мира, дом 24А. В перечень общественных территорий, за которые можно будет проголосовать, вошли площадь Комсомольская и площадь Ленина, парк культуры и отдыха, улицы Горького и Кирова, площадка вблизи детского мира по улице Куратова, дом 50А, территория на месте снесенного многоквартирного дома номер 24 по улице Кирова, территория для благоустройства между многоквартирными домами номер 31 и 35 по улице Мира, между домами номер 30 и 34 по улице Куратова, зона возле водонапорной башни вокруг здания администрации округа, территория между школой номер 8 и магазином «Адак», участок проезда автодороги от дома номер 30 по улице Мира до здания улицы Мира 24А возле магазина «Зоя». 17 марта интинские депутаты собрались на первое в этом году заседание Совета округа 4-го созыва. Из 20 избранных парламентариев в сессии приняли участие 16 депутатов. Представители законодательной власти рассмотрели и утвердили более 20 различных вопросов. Большинство вопросов, вынесенных на повестку заседания, носили технический характер. В связи с нововведениями в законодательстве парламентариям необходимо было уточнить ряд формулировок в документах местного значения и внести изменения в решения Совета прошлых лет. Депутаты утвердили порядок назначения и проведения собраний, конференций в Инте, а также положение о территориальном общественном самоуправлении. Старост населенных пунктов наделили дополнительными полномочиями. Теперь они вправе выступать с инициативой о внесении проектов по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей населенного пункта. В рамках конкурсного отбора инициативных проектов комиссия сможет пригласить специалистов для получения необходимых консультаций и разъяснений. Администрация города наделена полномочиями в области государственной поддержки граждан, имеющих право на получение субсидий на приобретение и строительство жилья.
В соответствии с бюджетным кодексом внесены изменения в документы, касающиеся финансового управления ИНТы. Также депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в главный финансовый документ на этот год и плановый период до 2023 года. Уточнения в доходной и расходной частях произошли на сумму 66,5 миллионов рублей. Из них около 45 миллионов рублей пойдут на выплату заработной платы бюджетникам и более 18 миллионов рублей – целевые средства, которые будут направлены на реализацию проектов по программе «Народный бюджет». Народный бюджет в сфере благоустройства. Общее направление составляет 2 миллиона 300. Здесь будут проведены работы в части ремонта тротуаров в селе Косьевом и отсыпка дорог в село Петрун. Народный бюджет благоустройства обустройства источников холодного водоснабжения. Значит, здесь будет проведен ремонт здания павильонов артезианской скважины в село Петрунь. Цена проекта – 1 150 000. Народный бюджет в агропромышленный комплекс. Здесь направление ремонт цеха по переработке молока в агрокомплексе ИНТА Приполярная. Хочу дополнить, что здесь еще будут учитываться не только средства местного бюджета, но и также средства организации. Народный бюджет в сфере физической культуры и спорта. Будут установлены 2 спортивные площадки. Первая – село Петрунь, вторая – Мира 38. Народный бюджет культуры. В отрасли культуры будет создание интерактивного выставочного комплекса в Центральной библиотеке, пошив сценических костюмов в село Одзивово, приобретение телесуфлеров и проекционного экрана. В целом народный проект культуры весит 2 миллиона 38 000. Народный бюджет этнокультурного развития народов. Общее направление 678 000. Будут денежные средства направлены на пошив костюмов для ДК села Косьево и творческая поездка коллектива Центра национальных культур в село поселок Харута и поселок Муши. Народный бюджет в сфере образования. Общее направление 1 191 000. Что будет сделано? На 585 000 будут проведены замена стеклопакеты во французской гимназии. И второе, 606 000 рублей, это для учреждения дополнительного образования СЮН, будут приобретена теплица и малогабаритная сельскохозяйственная техника. И последнее направление – это народный бюджет образования, но в сфере народный бюджет в школе. Значит, общее направление, здесь 3 проекта, 222 000, это будет костюмы стилизованные, это патриотическая игра с элементами призывник и газета «Здравствуй, Петрун» для школы Петрун. После проведенных уточнений доходная часть бюджета ИНТы составит 1 миллиард 719 миллионов рублей. Расходная часть – 1 миллиард 736 миллионов. Дефицит местной казны – около 17 миллионов, что не противоречит действующему законодательству. В завершении заседания депутаты утвердили вопросы о принятии в собственность города перечня имущества, найденного и сданного людьми в ОМВД. Из государственной собственности городу передано компьютерное оборудование, мебель, практические пособия для точек роста, созданных на базе образовательных организаций гимназии 2, 3 и школы номер 10. Также приняты в собственность транспортное средство для использования на усмотрение муниципалитета и новые автобусы для перевозки детей, которые будут закреплены за школами номер 9 и 10. С 2016 года в Республике Коми реализуется проект «Народный бюджет». ИНТА активно принимает участие в данной программе. Ее суть заключается в том, что граждане сами решают, какие социально значимые инициативы необходимо воплощать в жизнь. Люди выдвигают идеи, разрабатывают проекты и собирают подписи. В этом году жители выносят на рассмотрение предложения, которые после отбора будут исполнены в 2022 году. Стартовали встречи населения в рамках реализации регионального проекта «Народный бюджет». Сотрудники городских школ и детских садов обсудили предложения в сфере образования. Здесь были представлены 12 различных проектов, часть из них рассмотрели на данной встрече. Сначала выступила директор гимназии номер 3 Зинаида Соломон. В прошлом году в школе в рамках народного бюджета установили вытяжку в столовой. Теперь же представители учреждений инициировали проект реконструкции обеденного зала. Здесь планируется поменять окна на новые, заменить линолеум и обеденные столы, провести полноценный ремонт. Для нас эта тема очень актуальна, потому что у нас столовая не очень большая, а вот пропускная способность у этой столовой очень большая.
потому что у нас ежедневно 450 детей получают трехразовое питание в этой столовой. Кроме этого, мы на всех каникулах кормим не только свой лагерь, не только свои лагеря, не только свои площадки, но и площадки из других школ города к нам приходят. В детском саду «Рябинушка» есть собственный бассейн. Он тоже нуждается в ремонте. Необходимо обновить облицовку чаши и заменить систему фильтрации воды. Почему мы решили вступить именно в этот проект? Почему для нас это актуально? Нашему детскому саду 36 лет. Когда открывался детский сад, это был первый детский сад с бассейном. Но со временем система фильтрации пришла в негодность. Да, значит, тот фильтр, который у нас уже сейчас существует, он не справляется со своими функциональными обязанностями. То есть, по сути, он воду не фильтрует. Поддержку данного проекта сотрудники детского сада уже собрали более 500 подписей. Родители, учащиеся и сотрудники школы номер 5 также активно собирают подписи за свои инициативы. На рассмотрение они представили сразу 3 проекта. Дело в том, что у нас в школе чудесный актовый зал, в нем хорошая акустика. Однако из-за того, что некоторые элементы этого зала, ну скажем, он постоянно используется, проводятся мероприятия как школьного, так и муниципального уровня, значит, отдельные элементы пришли в негодность. У нас лежит там паркет, то есть можно проводить вообще занятия танцами даже. Однако этот паркет требует замены. Кроме того, нам необходимо отремонтировать стены и заменить сиденья, которые находятся в актовом зале. Среди проектов школы номер 5 – ремонт крыльца запасного выхода и установка навеса над ним. Также сотрудники учреждения просят поддержать еще одну инициативу – замену деревянных оконных блоков на стеклопакеты и установку дверей. Есть у нас в школе такое место, как спортзал и кабинеты технологий, которые находятся в пристройке к школе. К этой пристройке ведет галерея. И проблема заключается в том, что, во-первых, по требованиям пожарной безопасности в этой галерее должны быть установлены двери. Во-вторых, окна в галерее, которые сейчас там находятся, они не менялись с момента постройки этой галереи. Ну, это закономерно привело к тому, что рамы, во-первых, деформировались, иссохлись. Теперь при закрытии этих окон не обеспечивается герметичность. И в момент, когда на улице понижается температура или погода очень ветреная, температура в помещении, именно в пристройке, спортзал и учебные кабинеты, она понижается настолько, что не соответствует требованиям санбинов. Все представленные инициативы были одобрены присутствующими. Дальше предложение отправят на конкурсный отбор на региональный уровень. Сумма реализации проектов в данном направлении не более 600 тысяч рублей. В Инте продолжается активная массовая вакцинация против коронавируса. На данный момент привилось порядка 1500 жителей Приполярья. Среди них люди разного возраста и профессий. Чиновники, представители средств массовой информации, пенсионеры, работники образовательных учреждений и различных предприятий. Вакцинация горожан проводится как в медицинских организациях, так и на рабочих местах. Интинцев, желающих обезопасить себя от коронавируса, много. Люди, которые еще недавно раздумывали, делать или не делать прививку, решили больше не тратить время на сомнения и активно записываются на вакцинацию. Чтобы не создавались очереди, в первой поликлинике Центральной городской больницы вакцинация проводится одновременно в 4 кабинетах. Боялась, и дочери были против. Мама, не торопись, потому что много слухов, что в общем, нежелательных слухов. Ну, я решилась. Девочки сказали: мама, ты сама знаешь, что делать. И я пришла. Дочка меня записала. Вот. Я сегодня пришла. Всю ночь не спала. Переживала, что вдруг умру после прививки. Ну, слава Богу. Но сейчас такие мысли вас не посещают? Нет, сегодня буду спать спокойно. Ну да, долго думала, потому что спрашивала у многих, кто сделал, как себя чувствуют. Ну и вы знаете, все, вот сколько я спрашивала, и мои подруги, и моложе меня, все сказали, что у всех все хорошо. Там, ну, у кого-то было-то немножко температура, но это быстро это все проходило. И я решила, потому что мне хочется поехать к деткам, к внукам. Вот, и чтобы приехать, ну, как бы здоровой, знать, что все нормально, чтобы не принести инфекцию и не привезти им. Вот поэтому решила прийти сделать.
Мы продолжаем пользоваться вакциной Гамковид-Вак, она же Спутник Ви. У нас есть в наличии как 5-дозовые флаконы, так и однодозовые ампульные. То есть смотрим по ситуации. Если мы с уверенностью видим, что 5 человек у нас планируется на вакцинацию, мы работаем флаконом. Если 1-2, конечно, мы работаем ампулами. Ну, вот так проходит наша работа. По словам медицинских работников, все привитые граждане перенесли вакцинацию спокойно. Жалоб на тяжелые побочные осложнения в Интинскую ЦГБ не поступало. Небольшой подъем температуры тела, слабость или неприятные ощущения в месте укола, появившиеся у некоторых пациентов, быстро проходили. Вакцинация проводится довольно-таки активно. Мы мониторируем возраст прививающихся, и у нас лица старше 60 лет, которые в приоритете, они вакцинированы в количестве около 40%. Каждый день мы проводим мониторинг, и вот эта вот цифра 41-42, она является более или менее стабильной, постоянной. То есть чуть меньше половины всех вакцинированных – это лица старше 60 лет. У нас нет никакой очереди на вакцинацию, то есть, пожалуйста, свободные талоны есть каждый день. Люди могут записаться совершенно свободно и спокойно на удобный день и на удобное время. Вакцинация проводится с 9 утра и до 17 часов. Оператор 5-го канала Евгений Михалкович решил воспользоваться моментом и сделать прививку, так сказать, без отрыва от производства. Правда, за видеокамеру на несколько минут пришлось встать корреспонденту. Хорошо, что вся процедура, включающая предварительный медосмотр и заполнение анкеты, не заняла много времени. После введения вакцины сотрудник телевидения чувствовал себя прекрасно, поэтому быстро вернулся в строй. Прививку я решил сделать для того, чтобы обезопасить себя, своих родных, близких, коллег, потому что по роду своей профессии мне приходится бывать в разных местах, общаться с разными людьми, и я не могу быть уверенным, здоров ли человек, либо он болеет. Евгений Михалкович не единственный телевизионщик, который сделал прививку. Монтажер Никита Коровин и корреспондент Наталья Думих самые первые прошли вакцинацию от коронавируса. После второго этапа, после второй окончательной прививки прошло уже больше месяца. Каких-либо изменений в своем организме существенных я не почувствовала. Все как было, никаких симптомов, изменения запахов, ничего подобного нет. Насколько защищена или нет, конечно, двоякое ощущение. Хотелось бы быть уверенным на 100%. Поэтому, наверное, в ближайшее время у меня в планах сходить и сделать платный тест на антитела. И, наверное, это будет основной показатель, что прививка, да, действительно действует, и я не заболею коронавирусом. На данный момент прививку от коронавируса сделали треть коллектива телерадиоинформационного центра. По словам сотрудников средств массовой информации, в вакцинации они приняли участие добровольно. Директор их не принуждал и от работы отстранять не собирался. Решение сотрудников МБУ-30 привиться или не привиться, оно абсолютно добровольное. Если честно, даже для меня в какой-то момент было удивительно, что несколько сотрудников нашего коллектива решили идти прививаться, как только появилась информация о том, что начинается массовая вакцинация для населения. Учитывая то, что мы работаем в СМИ, информация через нас проходит огромное количество. Есть как и негативная, так и позитивная информация по поводу этих прививок. По прошествии времени я вижу, что действительно прививка прошла для них удачно. По крайней мере, никаких отрицательных моментов не было. Они не уходили ни на больничный, ни на какие-то отгулы. Теперь уже по прошествии времени следующая партия коллектива планирует сделать эти прививки, обезопасить себя таким образом. Скажу честно, я со своей стороны не принимаю никаких санкций, не вижу в этом смысла, потому что человек должен верить в то, что он делает. Если он считает, что прививка ему поможет, и он ее делает, значит, она ему поможет. Если его заставлять и насиловать, скажем так, вот иди и делай, а ты будешь считать, что тебе это будет либо во вред, либо не принесет тебе никакой пользы, то не будет в этой прививке никакого смысла. Я поддерживаю своих ребят, я рада, что они решили сделать прививку. Надеюсь, что и остальные со временем тоже решатся, но давить ни на кого не будем.
Тем, кому сложно выкроить несколько минут на поход в поликлинику, врачи готовы сделать прививку прямо на рабочих местах. Мобильные бригады медиков выезжают на предприятия для вакцинации сотрудников. От руководителей организаций, учреждений принимаются коллективные заявки. Вакцинация проводится совершенно бесплатно. Приезжаем мы на предприятия по коллективным заявкам. Только, конечно, количество желающих вакцинироваться должно быть достаточным для того, чтобы врач с медсестрой выехали на предприятие. Потому что мы все-таки снимаем в этот день прием у врача-терапевта. А за прием он принимает как минимум 25 человек. Поэтому на выезде мы ориентируемся где-то цифру на человек на 20, 15 там минимум. Сейчас у нас были выезды уже в школы, то есть мы привили 5-ю школу, французскую гимназию, русскую гимназию, а также детский сад «Крепыш». И на этой неделе планируется еще тоже привить и школы, и детские сады. Также выезжали мы на птицефабрику. Проблем, связанных с нехваткой вакцины от коронавируса, в Инте нет. Препарат доступен всем жителям Интинского округа старше 18 лет, не только врачам, учителям и представителям других групп риска. При отсутствии медицинских противопоказаний прививку может сделать любой желающий. Картины, куклы, открытки, бижутерия, панно. Порядка 300 удивительных работ представили на выставку декоративно-прикладного творчества «Талантливые интинцы». Корреспондент 5 канала Ольга Доценко посетила экспозицию настоящих произведений искусства. В Центральной библиотеке открылась выставка декоративно-прикладного творчества «Весенняя капель». В выставке приняли участие 35 мастериц, как известные в нашем городе умелицы, так и авторы, для которых эта выставка является дебютной. В общей сложности на суд зрителей они представили более 270 работ. Все они выполнены в различных техниках прикладного искусства. Шитье, вышивка, вязание, валяние из шерсти, ростовая флористика, шитье кукол, плетение бисером, лентами и работы из джута, роспись по шелку, декупаж, канзаши, стринг-арт и многое другое. Всего и не перечислишь. Галина Крылова уже не первый год принимает участие в подобных выставках. Началось, конечно, все очень случайно. Очень случайно я увидела первую куколку Тильду в гостях у кого-то. Мне она так понравилась, и я умею шить. И я решила, что я все шью, а тут куколка. И я сшила себе первую куколку такую. Пришла тут в библиотеку менять книжки. Стою там у стенда, и подходит ко мне вот эта Аня. Подходит Аня и говорит мне: ой, Галина Михайловна, у нас тут выставка, мы работу набираем, у вас что-нибудь есть, там вязаное, шитое, лепленное, рисованное, что-нибудь, у нас сборная, вот такая выставка. Я говорю: нет, у меня ничего нет, просто сшила там 2 куколки новые. Вот, только начинаю. Давайте приносите, и мы вас, как начинающего автора, поставим. Я принесла где-то там слепленные мои первые 3 куколки. Они поставили. Эти куколки, все мои, девочки вот из библиотеки все разобрали, потому что им очень понравились. И у меня пошло. Сейчас я перешла вот на таких куколок. Мне больше нравятся не сами куклы Тильды, вот кукла Тильда, а куклы вот такие вот животные, одетые. Куклы-кошки. Прошлый год у меня было много куклы-крысы, год крысы был. Сейчас мне нравится шить куклы-лоси такие мужские, мужественные, брутальные. Там вот у меня там нашито много. Вот такие всякие. У меня фантазия какая, где-то посмотрю, вот сердце так западет вот на эту картинку, и я пытаюсь такую куколку. Никаких у меня нету таких ограничений ни на что. Я на что упадет, глаз то и дело. Глядя на работы, представленные на выставке, не перестаешь удивляться, какое огромное количество видов рукоделия существует. Но в то же время из года в год появляются все новые и новые виды декоративно-прикладного творчества, которые рады опробовать наши интинские мастерицы. Выставка, конечно, очень грандиозная. Есть такие работы, на которые я могу только смотреть, как в галерее на картины. Вот, потому что я знаю, что мне это не подвластно и не потянуть никогда в жизни ничего. Вот. Просто только восхищаться этими работами и вот как елей на душу, значит, вот принимать их. Так, я считаю, вот эти выставки для города – это праздник.
Потому что вот, если бы можно было вот так, чтобы все люди пришли и посмотрели, потому что тут всегда найдет каждый человек себе что-то из вязаного, из вышитого, из нарисованного, из клеенного. Ну вот тут такая многослойность, такой тортик испечен, что всем по вкусу придется. Выставка изделий декоративно-прикладного творчества «Весенняя капель» будет работать вплоть до 5 апреля. Каждый желающий может посетить экспозицию и полюбоваться творениями, созданными руками интинских мастеров. Отдел кулинарии одного из самых любимых интинцами магазина «Ассорти» преобразился до неузнаваемости. Теперь жители нашего города могут в еще более широком ассортименте приобрести выпечку и готовые блюда. Если у вас нет желания ходить по магазинам и времени стоять у плиты, но очень хочется покушать что-нибудь вкусное, то тогда вам прямая дорога в кулинарию «Ассорти». Магазин расположен по адресу Горького, 19. Запах вкуснейшей выпечки и аромат свежего хлеба не оставят равнодушными даже самого привередливого гурмана. Мы значительно расширили ассортимент готовой продукции и выпечки. Мы оставили излюбленные интинцам блюда и, конечно же, добавили новые. Все, чтобы радовать наших покупателей. Салаты, закуски, горячее, мясо, гарниры, выпечка, кондитерские изделия и многое другое. Приходите к нам, вам обязательно понравится. От такого разнообразия вкусностей разбегаются глаза. Не верите нам на слово? Тогда проверьте сами. Здесь вас ждет вкусный, только что приготовленный кофе. Покупателям кулинарии предстоит сложный выбор. Очень непросто решить, что же купить. А в обеденное время здесь очень много покупателей. Ведь выбор готовых блюд, безусловно, достойный. Вкусные и оригинальные салаты, множество горячих блюд, гарниры и закуски. Можно не думать о готовке, а прийти в магазин «Ассорти», сделать покупку и наслаждаться отменным вкусом блюд. Торт или пирог от пекарни «Ассорти» украсит любое торжество или ваш вечер. Вы всегда можете заранее сделать заказ, а потом просто прийти и забрать его, без боязни не успеть купить нужное. В кулинарии работает приветливый персонал. Продавцы обслужат вас по высшему классу, помогут с выбором, расскажут о составе продукции и сориентируют в разнообразии ассортимента. Центральную часть магазина занимает именно кулинария, но здесь еще есть множество различных отделов с продуктами питания. Наш магазин выгодно отличается широким ассортиментом самых разнообразных продуктов питания. У нас можно приобрести полуфабрикаты. Можно собрать изумительный праздничный стол с необычными деликатесами. А если нет времени и сил, то можно купить еще готовые блюда. У нас прекрасный выбор сыров и колбас. Есть овощи, фрукты, различные напитки и сладости. Наши покупатели могут не ходить по множественным магазинам, а просто зайти в кулинарию и приобрести все, что необходимо. Если вам захотелось приготовить яркий свежий салат, то непременно загляните в отдел с овощами и фруктами. А если захотелось вкусного сыра и пряной колбаски, то и тут есть чем удивить покупателя. Приятный выбор замороженной рыбы и мяса, продукция местных производителей, деликатесы из оленины – все это вы найдете в магазине «Кулинария». Свежайшая молочная продукция с регулярными поставками, напитки, кофе и чаи, кондитерские изделия и продукты питания первой необходимости. Возможности и ассортимент данной торговой точки не перестают удивлять. Приходите в «Ассорти» и убедитесь во всем сказанном сами. Магазин «Кулинария» для тех, кто ценит свое время и настоящий вкус продуктов. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.